Куда пойдет антициклон, где пройдет снег, а где начнется гроза? Вот уже 30 лет Татьяна Маршалик составляет метеопрогнозы для Якутии. О необычной профессии женщина узнала еще в школе. История синоптика из Иркутска помогла выбрать дело всей жизни. Такая мощь, значит, облаков, воздушных масс перемещается, и все, которые признаки этого вот образования, они все перемещаются с ним. Куда пойдет, что принесет, где будет дуть, где будет лить. То есть вот это задача синоптиков. За капризами погоды по всей Якутии сегодня следят на 150 метеостанциях. Из них 12 работают больше 100 лет. Обширная сеть республики считается крупнейшей в стране. Большинство станций уже прошло модернизацию. И сегодня наблюдатели почти все данные собирают в автоматическом режиме. Теперь метеоролог наблюдает больше по комплексу, автомату, плюс добавляет какие-то виды наблюдений, которые нельзя, ну, например, которые нельзя измерить с помощью автомата. Например, формы облаков, да? Значит, ну, к примеру, да? Продолжительность солнечного сияния. Якутская УГМС – это не только погода. Одни специалисты наблюдают за окружающей средой, другие с помощью собранных данных обеспечивают авиационную безопасность. А отдел гидрологов может не только рассказать о прохождении паводка, но и составить прогноз работы гидроэлектростанции. Зная, какой объем воды подойдет ГЭС, и от этого и будет зависеть, сколько может выработать ГЭС электроэнергии. Но весь объем информации невозможно обработать без квалифицированных кадров. К сожалению, в столь необычную и даже романтическую профессию молодежь идет крайне неохотно. Но те, кто остаются, становятся настоящими профессионалами наблюдательного дела. Начиная с 60-х годов для каждого международного метеорологического дня выбирается своя тема. В этом году она называется «Познавая облака». Глядя на небо, можно увидеть в белых скоплениях порой самые причудливые и разнообразные формы. Но главное, что желают сегодня все метеорологи, это чистого неба и яркого солнца над головой. Анна Лебединская, Ларион Федоров, Вести, Якутск.